Добрый день, дорогие зрители «Битого часа». Сегодня у нас очень интересный гость. У нас, в принципе, всегда интересные гости. Я очень долго ждал и просил посетить нашу студию Татьяну Георгиевну Гулия. Вы ее, наверное, все знаете. Это представитель нашей, наверное, самой главной семьи и фамилии в Абхазии во все времена. Но, кроме этого, она очень долгие годы работала в дипломатической сфере, это в посольстве Абхазии, в Российской Федерации. Вы, по-моему, в звании советник-посланник, да? Да, советник-посланник. Пожизненная, насколько знаю, должность. Ну, а по образованию еще и театровед. Да. Поэтому, как вы понимаете, у нас тем для разговоров будет очень много, лишь бы мы все успели еще как бы все это обсудить. Здравствуйте еще раз, Татьяна. Здравствуйте, спасибо за приглашение, да. Очень приятно. Спасибо. У нас этот год был и для вас, и для всей страны очень важно. Это был год юбилейный, 150 лет исполнилось Дмитрию Иосифовичу Гулия. Я, наверное, не знаю и человека, и семьи, и фамилии, которая больше сделала, внесла вклад вообще и в культуру нашей нации. Это не потому, что вы тут сидите. Мы это и без вас, кстати говоря, несколько раз это и вспоминали, упоминали о роли Дмитрия Иосифовича, да и Георгия Дмитриевича тоже огромной роли, и Жоры, вашего брата, и нашего коллегу, и вас. И поэтому с чего начнем? Как прошел юбилей? Я, к сожалению, не присутствовала была в это время в Москве, но мне рассказывали Светлана Корсая, директор музея, тоже театровед. Да, и коллега наша. Да, и ваша коллега. Организовывала очень много мероприятий вместе совместно с Союзом писателей Абхазии. Конечно, первый юбилей по традиции отмечался 21 февраля в Доме-музее Дмитрия Иосифовича, где собрались писатели, друзья, интеллигенция, звучали стихи, как и при жизни поэта, речи об искусстве, об абхазской литературе, и было все по-домашнему. Я не знаю, следующее это 200 лет, Бог даст, будет кому справлять, и этот музей будет существовать. Вообще он в таком состоянии, я помню, и мы со Светланой говорили несколько раз об этом, и она выступала несколько раз о том, что там состояние достаточно плачевное. Это не просто, и у нас не так много музеев, во-первых, и после войны осталось тем более, но этот музей, наверное, один из самых важных, потому что это краеугольный камень вообще и нашей культуры современной, и я уже не говорю о вкладе Дмитрия Иосифовича и в литературу, и в историю, и в драматургию. И я даже не знаю, какие в этнографию, каких только сфер он не дал им начала. Это вот такой наш Ломоносов, я не знаю, как еще такие. Не очень люблю эти громкие сравнения, но чтобы это было понятно. Потому что уровень образования и культуры у нас, к сожалению, не тот, который даже был, вот, будучи, когда я был школьником, нас привозили в музей, да. Мы все это знали, все это читали. А потом, я помню, этот многотомный вышел где-то в 85-86 году многотомник, и где впервые был переиздана история Абхазии. Да, я был в армии, для меня это было вот потрясение. То есть я там прятал под подушку и ночами, то есть читал, взахлеб читал и перечитывал. И я помню, как это на мое самосознание вообще сыграло, и моих ровесников, и того поколения вообще. Извините за такую длинную тираду, но я, пользуясь случаем, вот, с удовольствием вот эту благодарность вашей семье, и деду, и отцу, и вам, и всем хочу выразить еще раз. Спасибо большое. Этот дом, я еще маленькая там, как говорят, жила, я не очень помню. Но этот дом моя бабушка Елена Андреевна, вдова Дмитрия Иосифовича, безвозмездно подарила государству с тем, чтобы
Причем со всей обстановкой, со всеми книгами, вот просто Бесценная библиотека, ушла на самом и все. деле, там. Да, конечно. Там и Фрон, и Брагауз, и автографов много, я там, кто только не приезжал. И слава богу, что я после войны вошла в музей, и первое, что посмотрела, очень обрадовалась, что и Фрон, и Брагауз цел. Ну, кое-что пропало во время войны. Ну, пропали и ценности, конечно, какие-то подарки серебряные, ордена продали, но книги сохранились. Ну и архив в целом. И архив сохранился. Это благодаря сотрудникам музея, которые следили за всем этим, и то, что им удалось. За мизерные зарплаты, это, конечно, это подвиг этих людей. Конечно. И тех, кто был после войны, и сейчас. И сейчас тоже. И Елена Андреевна передала государству с тем, чтобы этот дом жил, продолжал жить, чтобы там звучали стихи, звучала музыка, приходили люди. Она осознавала, что этот дом должен быть центром, культурным центром Абхазии. Всей Абхазии. Интеллигенции, культуры, школьников. Конечно. Ну, собственно говоря, он такой и является. Он такой, да. Нету года, когда чтобы я туда не попадал, не приглашали. И это один из небольших очагов, где еще вот это теплится, как говорится, культура. Безусловно. Сейчас очень много школьников приходит, насколько я знаю, и отдыхающих много в этом году, которые приходят, интересуются культурой, искусством Абхазии, литературой. Но этот дом нуждается, этот дом 1912 года. Его нужно ремонтировать время от времени. И, к сожалению, значит, первый этаж, благодаря усилиям сотрудников музея Светланы Карсая, и спасибо депутатам, которые пришли, посмотрели на этот ужас, плесень. И первый этаж сделан, отремонтирован. Но на втором этаже сыпется штукатурка. Как говорят специалисты, нужно менять всю электрику и так далее. Немножко, так сказать, тревожно за состояние дома после пожара. После пожара в галерее, после того, что происходит вот вокруг, и это вдвойне. Там нужно, насколько я знаю, со Светланой, сотрудниками, и иногда даже так, не хвастаясь, не скажу, что пытаюсь им помогать, там оцифровывать нужно весь архив. Конечно. Там очень много работы, потому что это то, с чего начиналась современная, собственно говоря, нация, и сформировалась, собственно говоря, нация. Но я еще хотел вспомнить о доме Георгия Дмитриевича, который был вот и дачей в Агудзере, который тоже вот таким стал сосредоточением такой культуры, причем не только абхазских деятелей, там бывали Евтушенко, насколько я помню, и Константин Симонов, Твардовский, Майя Плесецкая, то есть там кого там только не бывало, то есть и это во многом тоже уровень Абхазии такой литературный, я думаю, во многом зависит, хороший уровень Абхазии, который у нас был литературный, он во многом еще от этого тоже зависел, потому что это были писатели первой величины, и общаясь с местными, так или иначе ты влияешь, конечно, на культуру. И, кстати говоря, это потом в хорошем смысле аукнулось во время войны, когда многие вспоминали Абхазию в контексте воспоминаний о ней, Твардовского, Симонова, Евтушенко, который стихи писал там. Что сейчас там происходит? К сожалению, практически все дома на побережье, в том числе и дом, где умер Дмитрий Иосифович, он там умер в Агудзерах. Вот это я не знал, да, он там умер 7 апреля. Все дома на побережье разрушены. Разрушены во время войны. Более того, в 1989 году летом я там находилась, когда были известные события в Абхазии, июльские.
наш дом хорошо тоже пострадал даже Ну, и тогда. вас там в заложники брали, Нас я чуть знаю эту историю. да, это не страшно. убили брата моего. И поэтому первые шли к нам, потому что знали Гуля. Да. А затем во время войны были разрушены и другие дома, в том числе и Надара Думбадзе. Они сами свои рушили дома своих писателей. Карло Каладзе там жил, тоже Церетели. Я называю, все разрушено было. Но уже не говоря о нашей даче, там остался только фундамент. То есть ничего не сохранилось? Ничего не ни сохранилось. книг, ни библиотеки, ни архивов? Вы знаете, после 1989 года, уже после смерти моего отца, Георгия Дмитриевича, моя мама очень много вывезла оттуда вещей. Да, что-то я уже успела передать в дом-музей. Много вывезено оттуда. А вообще планы восстановления, может быть, какие-то есть? Значит, что касается это, наверное, нашего не только семейная участка, история, это вообще история для я очень для надеюсь, государства, что нет, это семейная история, но я надеюсь, что будет все-таки восстановлено что-то или что-то построено другое, не знаю, на этом участке. Дело в том, что сейчас вокруг там все разрушено, никого нет. И как-то строить и жить там, ну, немножко неуютно. Ну, там может быть другая крайность, когда все застроить, поэтому нужно как-то успеть между этими двумя крайностями. Ну, вот сейчас какая-то жизнь началась, дом отдыха Гудзера, который мы рядом находились, что-то там планируется, видимо, строить. И хорошо. Потому что... Ну, то есть никаких разговоров, каких-то планов с представителями государства пока нет? Пока нет, пока нет. Что касается участка и остатков дома Константина Михайловича Симонова, то в свое время Лариса Алексеевна, вдова Симонова, передала этот дом, небольшой дом, дому-музею Дмитрия Гулия, как филиал. Во время войны очень многие экспонаты из этого дома были спасены соседями. И сейчас я знаю, что музей вообще планирует там что-то восстановить, что-то сделать. Но музей-то сам не может, к сожалению, нет денег. Это должно государство. Это должно государство, конечно, это делать, потому что это принадлежит, в общем-то, участок и остатки дома Константина Михайловича, дома-музея Дмитрия Гулия. Ну, я думаю, эта передача как раз хороший повод, может, начало каких-то движений. С вашей стороны-то они уже есть, я имею в виду со стороны государства, может, будет это как-то в хорошем смысле спровоцирует какую-то беседу. Надеюсь, потому что все-таки это память, это там в Агудзерах, которые я очень люблю и практически там и выросла с братом, начнется какая-то жизнь, и там это было тоже, как вы правильно сказали, очаг такой культуры. Ну, еще какой. Потому что туда вот при жизни Дмитрия Иосифовича приезжал и Присли, и очень много иностранцев потом приезжали. Там были не только писатели, деятели культуры, российские, иностранные. Да, Родион Щедрин, композитор. Да, ну, композиторы, да, врачи. Очень, по-моему, я где-то читал. То есть очень много. Да, конечно. Были очень известные люди во всех сферах, ученые, поскольку там было... Более того, может быть, это не все знают, уже забыли, в
физико-техническом институте, который находился рядом, молодые ученые разных национальностей, которые там работали, они организовали литературный кружок. Очень были какие-то и талантливые вещи, так сказать, произведения. Это и проза не писали, физики. Физики в лирику уходили. Физики уходили в лирику. И те, кто гости или, так сказать, жители, там, писатели, поэты, отдыхали в Агудзере, или там жили, они обязательно их приглашали. Небольшой клуб на творческие вечера. Это было очень интересно. Я застал тоже Ахмадуллина, Иванов проводил часто, и в Сухуми, и там. То есть это... Да, мой отец тоже приезжал, Симонов, это по много раз, так сказать, они выступали. Более того, их приглашали кому-то домой, и за застольем читали молодые вот эти ученые, которые, так сказать, физики, читали стихи, читали прозу и какие-то, может быть, что-то рекомендации, советы, их слушали, кого-то критиковали, кого-то хвалили. Ну, вы знаете, что я хотел сказать? Еще вот в том районе, в Гулерипском районе, собственно говоря, очень важно, если мы настроены на туризм, если мы настроены на то, чтобы Абхазию больше знали, лучше знали не только как страну, которая производит там мандарины, кстати, их тоже немного стало производить или еще что-то. Мы производили, то есть, вернее, давали жизнь большим писателям и большим книгам. Там вот был такой центр, более-менее, с которым можно было культурно сделать, это комплекс Смитского. Он, вы знаете, тоже в каком состоянии. No. Может быть, есть смысл там и литературный сделать, то есть филиал музея и литературного в целом вообще музея. Или еще какого-то. Но чтобы в Гулерипше была какая-то точка притяжения для культуры, для искусства, для гостей, которым это будет интересно, и прежде всего для жителей, и особенно детям, которые могут куда-то прийти и увидеть. Потому что в восточной части практически ничего у нас нет. Ну и в Гаграх особо тоже нету, по-моему, музеев. Ну как-то еще в Сухуми, в Афоне еще что-то есть. Это очень важно, вот такие очаги все-таки делать. А тут тем более он не на пустом месте, это, как говорится, намоленное место. В Гаграх есть музей, частный музей, который помогал организовывать Руслан Барцес в свое время. Там и древняя история Абхазии, какие-то результаты раскопок, и история войны в Абхазии. Ну, небольшие есть музеи. Небольшие, это но небольшие. Да, тоже есть частный музей. Конечно. Это надо им надо помогать. Вы знаете, частная инициатива – это прекрасно, это очень хорошо. Но мне кажется, все-таки поддержка культуры, искусства, молодых писателей, поэтов, я не знаю, певцов, актеров, это должно быть на уровне государства. Да, это институции должны быть, это не должно быть спонтанным. Конечно, я думаю, вообще, как идея, какие-то чтения гулевские проводить, может быть, в Агудзере, был бы смысл. И который был бы потом, может, литературный, может, фестиваль или еще какой-то, потому что нужно это тоже развивать. Потому что современное государство, современная культура абхазская, она возникла оттуда, с вашей фамилией, с этих имен, о которых мы перечисляем и говорим. Конечно. Очень хорошая ваша, и спасибо за идею. Да, спасибо. Дай Бог, чтобы она имела продолжение какое-то. Надеюсь, так сказать, надо поговорить в музее или с Союзом писателей, чтобы это как-то может, фонд создать какой-то вначале. Фонд, вокруг которого могли потом как-то аккумулироваться идеи, и проекты, и планы, и финансы потом тоже. Ну, это я просто идеи легче всего делать, а вот реализовать сложно. Возможно, и фонд. Но здесь даже, мне кажется, и больших денежных затрат не нужно, чтобы как-то
поддерживать какие-то начинания современных писателей, художников. Да и детей, среди детей у нас есть много очень талантливых детей, которые и стихи пишут, и поют, и танцуют. Это надо поддерживать. Но сейчас, к сожалению, такой период, что руководство нашей страны заинтересовано в извлечении некой какой-то прибыли. Мгновенной, да. А культура не приносит прибыли. Это духовное. Не пощупать, в карман не положить, не продать. Поэтому зачем? Что это поддерживать? Я не знаю, какая логика у... Но это базовая вещь, на чем они, собственно говоря, сейчас существуют. Это они оттуда все возникли. Надо понимать причинно-следственные вообще какие-то вещи. Нет, ну даже поддержка при Советском Союзе здесь, например, были заказы от Министерства культуры деятелям, так сказать, писателям, поэтам, заказы на драматургию. Это не значит, что что-то будет поставлено или не поставлено, но литературная основа есть. Говоря современным языком, гранты какие-то давали, которые могли... Просто заказывали, так сказать, и Министерство культуры платило, конечно, это. Потом была большая сеть библиотек в Абхазии. За это отвечало Министерство культуры, за вечера, за поддержку и пропаганду, чтобы все-таки люди ходили и брали книжки и читали. Конечно. Сейчас, конечно, это цифровое, так сказать, много. Ну, сейчас библиотеки во всем мире стали такими центрами просветительскими, образовательными, и они там очень много технологий применяют современных. Ну, кстати говоря, наша библиотека тоже. Она в этом смысле достаточно активна. Другое дело, что, конечно, в других регионах, в других городах такой активности не наблюдается. Нет. А уровень падения образования, он, к сожалению, заметен, особенно у молодежи. И это должно, так сказать, функция, в общем-то, Министерства культуры. Я не просто так говорю. Я здесь... Культура, образование, там можно, и все могут присоединяться. Естественно. Я просто так говорю, потому что я около 2 лет после окончания института проработала здесь в Министерстве культуры под руководством Алексея Хутовича Аргуна. Он очень был требовательный и жесткий в работе, и очень многое сделал для поддержки и развития абхазской культуры. Вообще, как вы состояние культуры? Вы по образованию театровед, и у нас там сейчас Росдрам гремит везде, и все мы этому рады. У нас есть там молодежный театр, который тоже делает постановки периодически. Но есть академический, как так называемый наш главный театр. Вот что у нас вообще с культурой, как вы видите? Вот вы изнутри можете, и причем у вас взгляд извне тоже может быть, поэтому это очень интересно было бы слышать. Росдрам сейчас задает планку многим нашим театрам, и не только, но и российским, между прочим. Это наш экспортный продукт такой хороший, один из немногих, собственно говоря. И вот, кстати говоря, было объявлено Ираклий Хиндба низкий ему поклон за то, что он делает. Это удивительный человек, и его всячески надо поддерживать. И он объявил сейчас конкурс по поводу пьесы о Владиславе Арзанбе. В принципе, это нужно было сделать Министерству культуры. У нас частная инициатива иногда активнее, чем, допустим, другая. И очень хорошо, прекрасно. Это, надеюсь, пьеса хорошая родится, и будет хороший спектакль. Будем надеяться. И, естественно, Арзанбе
как символ Абхазии, как символ борьбы абхазского народа за свободу. Это, конечно, будет, как я вижу, спектакль об Абхазии, конечно. Ну да, у нас немного, конечно, есть крен, такую некоторую иллюстративность, а вот нету иногда вот содержательной части. Я имею в виду, когда мы празднуем юбилей, мне все-таки так кажется, при всех усилиях, и молодцы они, я имею в виду музей, сотрудники музея, Светлана Карсая, и там и Минкульт помогал, это все равно недостаточно, мне кажется. И для меня это показатель того, как мы сейчас относимся к культуре. Потому что 150 лет основателю всего и вся, так скажем, это, я считаю, оценка вполне адекватная. Она должна была по-другому как-то справляться и отмечаться. И дело даже не в самом факте отмечания, а в том, ты новый импульс его произведениям, его личности, не только его, и личности вашего отца, и вообще всей вашей фамилии, такой большой и очень важной. Ну, честно говоря, наша семья, вот гулевцы, обратились через соцсети, иначе я не знаю, как обращаться к ним, к руководству Абхазии, с тем, чтобы часть, там какие-то, не знаю, средства выделены на все эти празднества, чтобы часть средств на ремонт перекинули. Но это тоже, это как раз говорит в пользу того, о чем вот мы говорим. Конечно, конечно. Это безусловно. Печально очень. Это печально и, в общем-то, стыдно, да. Перед самим собой, прежде всего, должно быть стыдно, безусловно. И перед молодежью, и подрастающим поколением. А так искусство у нас, в общем-то, развивается как-то иногда очень спонтанно и само собой. Самостийно, да. Самостийно. И, в общем-то, это прекрасно. И художники появляются, молодые писатели. Часто это вопреки, чем... Вопреки, безусловно. Да, поэтому безусловно. Это сложно. Вот вы много лет проработали в посольстве нашем, и я знаю, там тоже не очень красиво поступили с вами, и я не знаю, сколько вы хотите об этом говорить, но это есть возможность. Но я к вопросу тому, что Росдрам ездит по всей России, от Камчатки, и это лицо сегодняшней Абхазии, только кроме ужасных новостей от нас еще есть какой-то противовес в виде есть там победители в кинофестивалях, есть там в литературе какие-то у нас, но это все во многом благодаря личным инициативам каким-то. Как можно исправить это все? Или, может, не надо исправлять, если все в порядке? Нет, конечно, нужно исправлять, и надо более активно действовать нам самим. Да, спасибо российскому руководству, министерствам, что касается культуры особенно, очень помогает, большая помощь образование, идет. лимиты и образование, да, безусловно, спасибо. Но инициатива все-таки должна исходить от нас, от руководства, быть, конечно. Когда вот мы работали, я работала в посольстве, а до посольства это было полпредство, такое самозванное. Да. Ну и из всего самозваного потом все и государство получилось так. Безусловно. Мы старались вот под руководством Игоря Муратовича Акбана, нашего полпреда, а потом посла. Многолетнего, да. Старались совместно с диаспорой делать какие-то вечера культуры. Это могло быть к юбилею, там, Баграта Шинкуба, Дмитрия Гулия, моего отца тоже. Просто вечера поэзии. Нам очень помогали это Центральный дом работников искусств, который предоставлял нам бесплатно площадку, зал. Там работал такой Кравцов, который друг моего отца.
который нам помогал. Вопросу Да, о связях культурных, которые Конечно, до сих пор существуют. Конечно. Мы делали вечера, выставки, концерты, потому что, знаете, и много гостей приходило, даже из посольства, которые с нами бы не стали разговаривать на каких-то других уровнях. А культура, она объединяет всех. И это было очень интересно и полезно для Абхазии. Это была пропаганда литературы, культуры, языка. Конечно, естественно, в свое время мы не обходились без каких-то политических, там, вкрапляли это и нормально, заявлений и так далее, естественно. Но это было и довольно часто. К сожалению, сейчас это как-то все заглохло. Понимаете, отговорка, что вот нет денег. Не все в деньги Вот не упирается, верю, да. честно говоря. Есть друзья, есть люди, которые, так сказать, все сделают бесплатно. Деньги тоже есть, я уверен. Судя по тому, какие автомобили, безусловно, какие дома строятся чиновниками, есть деньги. Есть деньги, есть. Но желания нет просто. Нет желания, наверное. Нет каких-то людей, нет тоже. Инициативы нету. Потому что вот иногда я приглашала, например, своих друзей, актеров по ГИТИСу, да, по каким-то, так сказать, российских актеров, очень известных, выступали, вот Евгений Князев, например. Да, он приезжал сюда тоже несколько раз. Да, это мой друг, поэтому... И помогает очень много, насколько я знаю, студентам. И вообще... Да, спасибо ему. Спасибо вообще всем, многие нам помогают. Все, очень многие помогают. И даже, знаете, было так у меня потом после какого-то очередного вечера прекрасного, либо выставок каких-то, меня спрашивали, а сколько ты заплатила такому-то, такому-то? Я говорила, мы ничего не платим. Чашкой кофе заплатили и хорошая беседа. Да, конечно, конечно. Но вообще, конечно... Или мандарины иногда. Да, нас признало несколько стран, но самое важное, конечно, это признание Российской Федерации и посольства. Российская Федерация – это такой форпост, конечно, абхазский должен быть во внешней среде, во внешнем мире. И я не знаю, мне кажется, мы много не используем из того, что... А возможности сужаются, кстати говоря. Вы правы, вы правы. Потому что, вот, как я и говорила, инициатива все-таки должна исходить от нас. Да, конечно, российские представители и МИДа, и других министерств что-то предлагают, но у них очень много забот своих, внутренних, особенно сейчас в условиях СВО. И поэтому спасение инициатива, утопающих, прежде всего инициатива самого и идеи от нас должны исходить, конечно. И мы должны просить. Я вот вспоминаю, когда послевоенная ситуация, блокада, о которой сейчас мало кто почему-то вспоминает, да. И, кстати говоря, в январе 25 года будет 30 лет, как нам она была объявлена, да. Вообще, я считаю, по каким-то параметрам блокада нам нанесла ущерб чем-то даже больше, чем война. Конечно. И по своей длительности, жестокости, и по тому, как она, особенно по молодому поколению, конечно, безусловно. На культуру, на образование, на многие вещи. Очень на многие вещи. И если, да, и вот я просто хочу, так сказать, дополнить. И вот я вспоминаю, как Владислав Григорьевич и многие другие, так сказать, наши руководители министерств, различных ведомств просто бомбили своими письмами по определенным вопросам не только, так сказать, чиновников российских, но и тех же ООН, ЮНЕСКО и так далее. И на нас обращали внимание. Сейчас это не делается совершенно.
на международном уровне, к сожалению. Еще и на фоне того, что вот есть какое-то вдруг потепление там с Грузией, есть вот и сразу оживились грузинские блогеры. Я думаю, сейчас тут очень много не накинутся и на нашу с вами передачу. Но, кстати говоря, мы вспомнили об этих фактах. Если им интересно, может, они расследуют, как были сожжены там и разграблены дома того же Думбадзе, Карло Каладзе, там, Церетели. Я уже не говорю про абхазских писателей, да. музеев и так далее, и так далее. Ну, там и русские писатели, и журналисты были. Если хотим жить по соседству как добрые соседи, надо все эти скелеты вытаскивать и как-то с ними разбираться, и как-то за них хотя бы извиниться, как минимум. Ну, сейчас вот, к сожалению, вот эти все вещи и заявления некоторых журналистов и депутатов современных сейчас вот эта ситуация, не абхазских, российских, я имею в виду, мне кажется, связана не только с ситуацией и поддержкой, там, например, нынешних властей, нынешнего президента на, так сказать, на будущие выборы. Но то, что вы заговорили о том, поддержка и какой-то, так сказать, чтобы принести какую-то радость, радость в кавычках, да, для нас, нашим соседям, у которых выборы и желание России, это понятно, чтобы пророссийская партия, вот эта грузинская мечта, выиграла. Не знаю, насколько, если она выиграет, каким боком повернется к России, но то, что... Ну, если полистать учебники истории, особенно за 19 век, а то и раньше, то там много ответов можно найти про завтрашний день, и в том числе в взаимоотношениях Грузии и России. Безусловно. И, кстати говоря, и России, Абхазии тоже. Россия и Абхазия тоже. Там много аналогий, которые напрашиваются просто. Да, ну вот мы вспомнили про блокаду, честно говоря, да. И сейчас там какие-то от некоторых деятелей угрозы там лишения гражданства российского, аресты, ну это вообще непозволительно, мне кажется. Это непозволительная роскошь вообще. И, во-первых, плевать на и так относиться к тому такому огромному пласту взаимоотношений исторических, культурных, вот тех же культурных, литературных. Я не знаю, там масса всего такого, и ставить на кон это в угоду каким-то узким все-таки временным политической конъюнктуре, это как минимум просто недальновидно, я думаю. Безусловно, безусловно. И негоже говорить о каких-то вот вещах, ругать Абхазию в угоду каким-то, так сказать, выбором неким у наших соседей. Да, спасибо большое. Я думаю, у нас мы много чего еще можем и хотелось бы поговорить, но я думаю, это не последняя у нас встреча здесь будет. Спасибо, Татьяна Георгиевна, что пришли. Спасибо, что очень искренне поговорили о очень важных и, может, иногда болезненных темах. Я надеюсь, что вот какие-то идеи, которые мы тут проговорили, вдруг будут иметь продолжение. В хорошем смысле, я имею в виду идеи с фестивалем, или там с музеем, или гулевскими чтениями, я не знаю, но нужно оживить вот этот источник, его напросто почистить. Он там бьет, как вот ключ бывает, холодная чистая вода. Вот она там была, и потом я даже не знал, что Дмитрий Иосифович там умер. Это мемориальное место и важное место для любого абхаза должно быть. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Всего хорошего. Я думаю, мы еще увидим здесь Татьяну Георгиевну и не раз. Всего хорошего. Надеюсь, всего доброго.